Кабмин Чувашии одобрил предложение по льготной ипотеке для работников IT-компаний. Его разработали Минцифры совместно с Минстроем Чувашии. Сотрудники предприятий, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, смогут получить единовременную денежную выплату на первоначальный взнос ипотечного кредита. Это отличное подспорье для молодых кадров остаться, жить, работать в Чувашии и успешно разрабатывать новые цифровые продукты. Отныне работники аккредитованных IT-компаний, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилье, смогут получить единовременную выплату на оплату первоначального взноса ипотеки. Финансировать расходы планируется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики. В настоящее время действует федеральная мера поддержки для айтишников, которая касается предоставления льготной ипотеки. Для нашего региона установленный уровень заработной платы 100 тысяч рублей, и у него будет в этом случае ипотека по льготной ставке 5%. В настоящее время у нас в республике этой мерой воспользовалось чуть более чем 80 человек. Это очень маленькое количество, поэтому мы всерьез задумались, как поддержать их еще на региональном уровне. Здесь мы, объединившись с нашим Министерством строительства, внесли изменения в постановление 149 Кабинета министров. И теперь наши специалисты, которые работают в аккредитованных IT-компаниях, вне зависимости от уровня заработной платы, но эти специалисты одновременно нуждаются в улучшении жилищных условий и находятся в категории льготников, могут получить компенсацию первоначального взноса по ипотеке. И этот процент может составлять до 20%. То есть IT-специалист, по сути, может воспользоваться этой льготой, и ему компенсируют первоначальный взнос. Как правило, у банка первоначальный взнос не более 20. IT-специалист должен будет обратиться по месту жительства в администрацию района, города или поселения. У нас обязательное условие для участия в этой программе – это признание семьи или гражданина, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Это у нас также требования жилищного законодательства. Соответственно, если IT-специалист еще не признан нуждающимся, он должен также обратиться с заявлением о признании его нуждающимся в улучшении жилищных условий. В случае принятия такого решения администрации он может подать заявление для участия в программе. Для того, чтобы подать заявление, к заявлению прилагаются документы, подтверждающие личность заявителя и всех членов семьи, документы, подтверждающие, что он признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. Этот документ выдается администрации, в котором подается соответствующее заявление, а также документ, подтверждающий, что он относится именно к той категории, то есть является IT-специалистом, который прописан у нас в постановлении. В следующем году ожидаем, что у нас 250 миллионов будет направлено на эту поддержку. Соответственно, в следующем году те граждане, которые были у нас уже включены в список участников, исходя из даты подачи заявления, будут получать свидетельства на руки, которые дают право на получение государственной поддержки в виде оплаты за них, за этих граждан, первоначального взноса по ипотеке. Требования к жилью у нас обязательно первичка должна быть. То есть приобретается жилье на первичном рынке от застройщиков, можно по договору долевого участия, либо готовое жилье. Соответственно, с этим свидетельством заявитель обращается уже непосредственно в банк, который взаимодействует с нами. У нас 4 коммерческих банка, которые реализуют этот механизм. Все зависит от того, какой численный состав семьи, который планирует участвовать в программе. И, соответственно, мы рассчитываем сумму субсидий, исходя из норматива предоставления жилья 18 квадратных метров на человека.